После смерти пророка Мухаммада ислам продолжал распространяться по Аравийскому полуострову, принося с собой на новые земли стремительный экономический подъем и процветание. Мусульмане приносили с собой высочайший уровень культуры и науки. К примеру, в Тунисе были созданы гениальные инженерные сооружения по очистке питьевой воды. Вода отстаивалась в 2 бассейнах-резервуарах, сообщающихся друг с другом, очищалась от всех осадков, а затем по системе закрытых трубопроводов доставлялась в районы города. В Европе эти инженерные конструкции были устроены через несколько веков. В Сирии инженеры-мусульмане построили уникальные по совершенству инженерной мысли водяные мельницы, которые доставляли воду для всего города. Столица халифата, Багдад, была без преувеличения самым величественным, красивым и развитым городом мира той эпохи. Город поражал своей архитектурой и благоустроенностью. Один из европейских путешественников, посетивший Багдад, писал: «Все районы Багдада полны парками, изысканными садами, дворцами и площадями, изумительной красоты базарами, чудесными мечетями и многочисленными величественными банями. Красоты этого чудесного города растянулись на многие километры по обе стороны реки Тигр». Другим крупнейшим центром исламского мира, но уже в Европе, была Испания. Созданный здесь андалузский исламский халифат был самым высокоразвитым и красивым государством Европы. Архитектура столицы халифата, города Кордовы, ослепляла своей красотою. Светлые и чистые улицы, великолепие убранства дворцов, больниц, библиотек. В те времена Париж, Лондон и иные крупные города Европы утопали в грязи и антисанитарии, мраке и неустроенности. Вероятно, по этой причине в летописях многих европейских историков-христиан, посетивших Кордову, содержатся слова, выражающие удивление, потрясение столь величественной красотой, культурой и чистотой города. В IX и X веках Кордова была самым большим и красивым городом Европы. Архивы сохранили немало летописей христиан, посетивших его, с описаниями города, обилие цветов, открытые светлые площади и улицы, чудесная система освещения города. В те времена города Европы еще пребывали во тьме. Только в Кордове были системы очистки питьевой воды. Люди жили в просторных домах, тогда как в Париже большая часть людей обитала в крохотных лачугах на берегах Сены. Один из немногих сохранившихся до наших дней шедевров Кордовы – католический собор, находящийся в центре города. Этот храм был первоначально мечетью и только позднее обращен в собор. Эстетика и внутреннее убранство мечети очаровывало каждого входящего. Христианские путешественники, прибывавшие в Кордову, не верили своим глазам. Монахиня по имени Хорцвиттер из Саксонии, посетившая Кордову в X веке, назвала в своих воспоминаниях город чудом света. Как, вероятно, сильно было впечатление от увиденного, если это признание сделала христианская монахиня. Но, пожалуй, самым величественным архитектурным сооружением Андалусии, шедевром мусульманского искусства и эстетики, был дворец Алькасар. В
каждой детали дворца ощущалась тончайшая гармония красоты, дарованной исламом. Сады дворца Аль-Касар были наполнены комплексом фонтанов, которые были построены с учетом законов земного тяготения. Коранические описания райских садов, которые уготованы Всевышним Господом в вознаграждение верующим за их праведные деяния, в мирской жизни вдохновили архитекторов на создание дворца и сада Аль-Касара. Наряду с архитектурой мусульмане были законодателями мировой моды и стиля одежды. На ткацких станках производились ткани невиданной красоты и изящества. Грубые и бесцветные европейские одеяния были несопоставимы с одеяниями, шедшими с Востока. Поэтому самым высоким показателем богатства в Европе считалась возможность закупать и носить одеяния, произведенные мусульманами, ибо мода шла с Востока. Европа узнала о банях и средствах гигиены, мыле и ваннах тоже благодаря мусульманам.